Здравствуйте, уважаемые подписчики! Вы на канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав. И сегодня я коротенько и быстро хочу рассказать вам об одежде своей новой ХСН, фирмы ХСН. Посмотрите, вот ребята из фирмы ХСН отправили мне вот такую довольно простенькую, теплую шапочку флисовую с фирменным логотипом ХСН. Вот. На испытание. Значит, вот эта вот куртка и брюки фирмы ХСН флисовые я ношу уже 2 года. То есть я порой в быту их одеваю. Поначалу, как они были более такого презентабельного вида, я и одевал, и, как говорится, на выход куда-нибудь. Но сейчас вот за 2 года, посмотрите, они выглядят вот так вот. То есть с ними ничего не стало абсолютно. У них есть карманы на молнии, на замках, вот это очень удобно. Боковые утяжки и карманы здесь вот. То есть я постоянно ношу свой телефон в грудном кармане, он у меня всегда в тепле. А здесь у меня дополнительные батарейки от экшн камеры, и сама экшн камера тоже ложится в другой карман. В эти карманы тоже что-нибудь я ложу, спички, там зажигалка, чтобы растопить печку. Ну, чтобы у вас все было поблизости. Осенью удобно носить перчатки в карманах, перчатки закидываешь. Ну что там еще, бумагу туалетную, как обычно, ну все, что нужно, да. Вот этот вот костюм вот я уже давно ношу, вы видели. Во многих моих роликах зимних он постоянно фигурирует. И очень теплый он. Поэтому, с вашего позволения, я сейчас его сниму. Так, теперь главное, вот, посмотрите. Вот у них вышла новая вот такая вот курточка. Не знаю, когда она у них вышла, но она называется Сталкер. Это до минус 15 градусов. Здесь имеется вот, как и на моей позапрошлогодней куртке, Рамблер. Вот это Рамблер называется. Тоже есть вот такие на плечах есть вот специальные накладки резиновые, чтобы не скользило ружье. Достаточно удобно. Вот этот Рамблер я ношу уже 2 года, наверное. Там в роликах у меня тоже есть. Или подождите, это год. Я год ношу, да. Дмитрич как-то вот под дождь сильно попал, а я ехал в Рамблере в этом. А он был просто в своих энцефалитных костюмах. И все у него промокло насквозь. А у меня верхняя часть, она вся промокла. Изнутри все было вообще сухо. Как дождь прошел, я сразу Дмитричу куртку дал, чтобы он переоделся. Мы ехали в лодке. Было холодно. Здесь ткань мембрана 10 тысяч на 10 тысяч. Вот. И вот эта куртка, она вот обладает подобными свойствами, но у нее 8 тысяч на 15 тысяч уже пропускная способность мембраны. Вот. Здесь во всех куртках фирмы ХСН очень много карманов, что очень удобно, опять же я говорю. Я постоянно ложу. Даже вот сюда я вкладываю свои осветительные приборы. Они довольно громоздкие. Карманы у них всегда вот закрываются вот на такую подворот вот такой и магнитный. Вот это очень хорошее решение. Мне нравится. Капюшон у них, посмотрите, литой вот идет. То есть вам спину вот как бы шею не поддувает, ничего. Когда холодно, поверх шапочки вот одеваешь капюшон с утяжками, вообще не продувается. И козырьки у них твердые. Вот что мне нравится, вот когда он тебе не наваливается на лицо, как бы он все время вот стоит, козырек вот этот. Вот он, здесь пластиковая, внутри вставочка мягкая. И у них и на зимних куртках все вот эти вставочки есть. Вот здесь утяжки имеются капюшона. Ну что, давайте я одену, покажу.
до минус 15. Я сейчас вот ездил в Эмикон. У нас там ночами минус 9, минус 6. Вообще тепло. Я думаю, что он выдержит даже и больше, если носить еще вот с теплым термобельем и с флисовыми одеждами. Вот это очень хорошо. Замки. Все на замочках. Удобно. Вот руки вот сюда можно вкладывать. Вот у меня с последней поездки фонарик. Вот. Это что касаемо вот куртки. Здесь вот даже вот фонарик налобный, как я уже сказал. Смотрите, вот перчатки, все есть, все лежит, все как положено. Вот. И у них что удобно, замки двухсторонние, то есть можно снизу открывать, можно сверху. Но я никогда этим не пользовался, если честно. Я всегда открываю то вот так вот. Что еще могу по этой куртке сказать? Ну вот это вот мне всегда нравится, вот эти надписи. Вот. Буду сейчас осенью носить вот эту одежду. Очень жарко мне, прямо это. У нас дома очень душно, поэтому я вспотел. Извините, снимаю. По брюкам, что брюки я еще не одевал, потому что ну очень уж они выглядят теплыми. Вот. Вот эти вот плечики очень хорошо, что вот они резиновые. На зимних-то у меня вот точно такие же, я их одеваю постоянно. Вот. Ну, замок добротный. И здесь обычная пуговица. Вот. И имеется обязательно вот под лямки под ремень. Вот. Это очень тоже хорошо, очень радует. Все, штаны обычные, здесь карманы с замками тоже, это отлично. Все. Будем носить. Спасибо ребятам за это. Фирма ХСН. Ну и последнее, это вот такие вот ботинки охотничьи, егерь называются. Я их уже проверил в горах. Они из современных материалов. Вообще фирма ХСН использует все современные материалы. Это я еще в самом начале с ними вот сотрудничество. Они мне сказали, что мы сейчас пользуемся всем современным. То есть те же всякие тинсулейты там и различные дорогие материалы, которые вот используют брендовые одежды. Они все это используют. Холофайберы там и тому подобное. Я точно в них не разбираюсь, но вот такая вот обувь. У этой обуви, что примечательно, есть вот такая вот подкладка внутренняя, которая снимается и сушится. Вот я только занес эту одежду, сразу решил вам отснять ролик. Ходил я в них по горам, ходил я в них по воде. Внутри тоже есть материал. То есть если вот обычные ботинки вынимаешь ты стельки и все, и там уже конец, ничего нету, то здесь материал тоже. Один сплошной материал идет, утепленный. Вот это калоша резиновая, вот это получается кожа. И сапоги вот до сюда вот не пропускают воду. То есть мне приходилось в горах и по воде ходить. Ну и по горам тоже поподниматься пришлось в этих ботинках. В принципе, выдержали они мое испытание. Первый раз, когда я их одел, я пошел недалеко в горы. Поэтому я подумал, что мне станет жарко. Я снял стельки, одел с тонкими носками. И они мне показались немножко такими разбалтанными. Ну, как бы ноги в них немножко болтались, да? Но потом, когда я пришел и одел стельки, затянул как следует шнурки, то они сели на ногу уже нормально. И весь день мне пришлось, вот я проходил в них весь день и чувствовал себя, нога чувствовала комфортно. Вот.
Отправляют свои посылки они в хороших добротных мешках. Все зашито, все упаковано как надо. Вот за это тоже огромный респект. И быстро отправляется email с почты, любой на ваш выбор курьерской либо транспортной службой. Ну все, вот такой короткий ролик. Всем спасибо. Всем пока. Ссылки на ХСН будут в описании под роликом. Можете приобретать эту продукцию смело.